Сотни людей собрались на центральной аллее столицы. Так масштабно решили отметить 15-летие излюбленного места отдыха горожан и гостей города – ресторана «Дель Магас». На праздник пришли от мала до велика. Интерактивы, музыка и, конечно, еда, аромат которой был слышен издалека. «Дель Магас» – одно из первых заведений молодой столицы. Его основатель Тайсум Батыгов поздравил всех с юбилеем и выразил благодарность тем, кто внес вклад в становление популярнейшей на сегодня точки общепита. Новости в Москве хамухой, дальше вышел мол чины в Москве не слов сохкит новости, мальки новости. Я социальный коллектив Бог без малбар притчера Бог без малбучаны сумбарклало. Ведущий чумелри аздох хамдята нах дядя дальше додо дядя касал хамдат. Празднование юбилея продолжилось еще одним знаменательным событием – открытием обновленного фонтана на центральной аллее. Работы были проведены на личные средства Тайсума Батыгова по просьбе мэра Магаса Мусы Тимурзиева. Поехали! Юные жители довольны, и новый фонтан, и мероприятие им понравилось. Мне нравится, очень красивый, вопросов к нему нет. Очень крутой фонтан. Как тебе это мероприятие, нравится? Нравится, нормально. Хорошее мероприятие. Юбилей легендарного ресторана и открытие фонтана посетил вице-премьер правительства Ингушетии Юсуп Зурабов, который поздравил руководство «Дель Магас» со стабильной плодотворной работой. Смотрю за развитием самого города. Активная фаза такого европейского уровня развития города началась при одном мэре, при Беслане Цачуеве, и продолжается при другом мэре, при Мусе Тимурзиеве. Для того, чтобы весело топать, всегда надо хорошо полопать. Поэтому здесь все зависит от тебя, Тайсум. Чтобы мэры хорошо двигались, надо, чтобы они вкусно и... С теплыми словами поздравления выступил мэр города Муса Тимурзиев. Дель Магас Хаила с первых дней клиент получил, хотя скидку Тайсум не делает до сих пор. Да, что Волх, без Волховской ждаться было, что Волх значит и уделяет должное внимание всему коллективу, не только меню и деньгам. Но дальше это Бахов, посамдо он багдеха. Причу мягкий хаят, да, эндами 30-50 отметили было. Поздравить ресторан с этим знаменательным событием приехали и коллеги по цеху, предприниматели республики, а также другие важные гости, которые все эти годы наблюдали становление заведения. А сразу после – долгожданное для многих событие – розыгрыш поездки на Умру. Выбрать случайное имя счастливчика помог юный житель, посетивший мероприятие. На Умру едет Амина. Фамилия какая? Танкиева Амина. Победительницы розыгрыша Амине Танкиевой решили как можно скорее сообщить приятную новость. Как вы думаете, для чего я вам звоню? Я выиграла? Да. Давайте поздравим аплодисментами. Мы здесь находимся на площади возле ресторана «Дель Магас». И все поздравляем вас с этим событием. Спасибо большое, мне через заплачу. «Дель Магас» взял на себя важную миссию – продвигать национальную кухню. Заведение имеет действительно богатую историю. На момент открытия в 2010 году в Магасе не было ни одного кафе или ресторана. Но изначально «Дель Магас» носил другое название – «Кафетерий Лимон». Вот этой дороги не было. И вообще вот оттуда 250 метров протянули газ, открыли первое. Но потом уже появилась команда, появилось желание развиваться, появились люди, которые разбираются в этом бизнесе. И с их помощью, общей командой мы пришли к тому, что мы имеем сегодня. «Дель Магас» – одно из самых популярных заведений не только в столице республики, но и в целом в регионе. Это место излюбленное как для местных жителей, так и для туристов, которые хотят попробовать национальную кухню. Заведение продолжает держать эту планку. Мария Макиева, Сулейман Костоев, Магас 24.